критики действия властей в Ереване. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Врачи в Центральноафриканской Республике не обнаружили следов пыток на телах убитых российских журналистов, только огнестрельные ранения. Об этом говорится в сообщении официального представителя МИДа Марии Захаровой. Информация о том, что журналистов перед убийством могли допрашивать, пытать, появилась на ряде интернет-сайтов. Сведения вообще о произошедшем по-прежнему поступают крайне противоречивые. Архан Джемаль, Александр Старгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля. Известно, что они приехали в ЦАР, в частности, для расследования деятельности частной военной компании «Вагнера». Завершено следствие против 11 обвиняемых в теракте в петербургском метро. Взрыв бомбы в апреле прошлого года организовали и осуществили члены террористической группы, созданной в Сирии выходцем из Киргизии, утверждает официальный представитель СК Светлана Петренко. Следователи установили, что террористическое сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано уроженцем Киргизской республики Сиражиддином Мухтаровым не позднее 2013 года на территории Сирии. Для совершения терактов в Санкт-Петербурге обвиняемые изготовили 3 взрывных устройства. Террорист-смертник Акбаржон Джалилов, согласно общему плану и отведенной ему роли, пронес 2 из них в метрополитен северной столицы. Одно из них он положил на платформе станции Площадь Восстания и собирался взорвать дистанционно. Однако устройство не сработало в силу конструктивных недостатков и впоследствии было обезврежено правоохранительными органами. Второе взрывное устройство Джалилов оставил при себе и привел в действие в тот же день в вагоне поезда метро между станциями Сенная площадь и Технологический институт 1. Напомню, тогда погибли 15 человек, ранения получили около 70. В Ростовской области впервые вынесли оправдательный приговор молодому человеку по делу о неявке к месту гражданской альтернативной службы. Как пишет «Коммерсант», Константин Титов должен был явиться в дом-интернат для престарелых в мае 2017 года. Выяснилось, что общежитие, положенное призывнику по закону, выделить ему не могут. Тогда Титов обратился в гражданский суд, однако тот вынес приговор не в его пользу. В итоге военкомат передал документ призывника в Следственный комитет. Но теперь Волгодонский районный суд указал, что военкомат был обязан выдать молодому человеку проездные документы, а дом-интернат обеспечить общежитие. Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова считает, что призывнику, когда он узнал, что ему негде жить во время прохождения службы, надо было официально подать заявление об этом, а не доводить дело до суда. В законе об альтернативной службе там нет конкретно общежития, да? Во всяком случае, условия для проживания, питания, это, конечно, работодатель должен предоставлять. По той профессии, в которой человек проходит альтернативную службу. Конечно, сейчас общежитий нет. Очень многие рабочие места захлебнулись в свое время именно из-за того, что размещать негде, некуда было селить. Потому что вначале ведь наши законодатели рассматривали альтернативную службу как карательную и пытались отправить их на какие-то чудовищные заводы, да, с каким-нибудь тяжелым трудом, но общежитий-то нету, и поэтому это не вышло. Это не судьбоносное решение, но, в общем, и суд, оказывается, может разобраться. По данным Верховного суда, за последние 10 лет по подобным делам в России были осуждены 30 призывников. Неизданный ранее рассказ Эрнеста Хемингуэя будет опубликован в одном из американских журналов. Произведение передает богатую атмосферу и отражает много любимых тем писателя, говорится на сайте издания. Действие рассказа, который был написан в 1956 году, происходит в парижской гостинице «Риц» во время Второй мировой войны. О погоде в столице сейчас плюс 27, в течение дня обещают до 30, без осадков. Марина Старостина, служба информации, «Эхо Москвы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Центр современного искусства «Облака» и радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляют программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Парк искусств». Сегодня программу веду я, Зарина Гайсина, руководитель Центра «Облака». Валерьян же обещал уже вернуться на следующей неделе. Как всегда, у нас в гостях люди, чьи идеи, чье творчество, чей талант, проекты меняют нашу жизнь к лучшему. И сегодня гость программы, главный хормейстер Башкирского театра оперы и балета и мой очень большой любимый друг Александр Алексеев. Александр, добрый день. Добрый день, Зарин. Говорить мы будем сегодня о юбилее хора, о планах на новый сезон, но прежде анонсы культурных событий. Друзья, кстати, вы можете позвонить в эфир по телефону 216 35 44. Я думаю, что Александру будет приятно ответить на ваш какой-то вопрос. 216 35 44, а мы переходим, собственно, к анонсам.
4 августа с 12:00 до 16:00 под девизом «Лучший день лета» на парковке отеля Hilton Garden Inn Уфа Риверсайд пройдет благотворительная винтажная ярмарка «Благолето». Гостей ждет гаражная ярмарка с уникальной одеждой, аксессуарами и предметами, а также серия лекций на тему красоты, стиля, экологии и здорового питания. Собранные средства будут направлены в помощь детям, подопечным фонда «Мархамат». Александр, все-таки чувствуется поставленный голос. Видимо, за плечами большой опыт ведения всевозможных концертов и программ. Я продолжу. 4 августа на крыше торгового центра «Планета» пройдет экологический фестиваль «Форест Мания». Живая музыка, сбор макулатуры, распродажа старых вещей и предметов, раритеты времен СССР от нумизматов и коллекционеров города, различные квесты, лекции, викторины на экологическую тематику. Начало в 12:00. В Центре современного искусства «Облака» проходит фотовыставка Гульнары Самойловой «Жизнь фотографии». Гульнара Самойлова, фотограф с мировым именем, родилась и выросла в Уфе, имеет более чем 35-летний стаж работы фотожурналистом. С 1992 года Гульнара проживает в Нью-Йорке, где почти 9 лет работает в крупнейшем фотоагентстве мира Associated Press. 11 сентября 2001 года Гульнара сняла трагедию башен-близнецов Всемирного торгового центра во время террористической атаки. Эти фотографии моментально стали исторически важными и облетели весь мир. На выставке помимо этих работ вы увидите фотографии из Мексики и Башкирии. Вход на выставку свободный. Кстати, выставка до когда будет длиться? Она будет еще длиться, скорее всего, до 12-13 сентября. Это зависит от Союза фотографов республики, потому что они сейчас формируют новую выставку, и вот как только они ее завершат... Но в любом случае, значит, свободно мы можем до сентября еще прийти на эту выставку. Да, абсолютно. Дорогие друзья, ходите на мероприятия всевозможные культурные, а мы... Все-таки вернемся к нашему гостю. Вот это тот, наверное, редкий случай, когда я очень хорошо лично знаю нашего гостя и горжусь дружбой с ним, потому что его таланты, его творчество в какой-то степени даже иногда революционный, действительно меняют жизнь к лучшему. Прежде хочу вас познакомить, потому что очень часто такие люди, не являясь на переднем плане, такие как артисты, солисты оперного или балета, где-то находится в тени. Александр Алексеев, лауреат международных всероссийских конкурсов, он главный хормейстер Башкирского нашего театра оперы и балета, и сам родился в Уфе, окончил Уфимский государственный институт Исмагилова, там же завершил ассистентуру, стажировку, я все-таки прочла это слово, и преподает вот уже с 2007 года в академии по настоящее время. Наверное, Александра знают и любят в первую очередь за его педагогический талант, за раскрытие каких-то творческих, вокальных способностей людей. С 2014 по 2016 год он являлся дирижером Государственной академической хоровой капеллы нашей республики и в разные годы работал с хором уфимским, с нашего института Исмагилова, мужским хором «Уфимский певчий», хором молодежи и студентов Уфы. Да, и был грешок еще работа на эстрадной кафедре нашего института, и ансамбль был такой «Латинский квартал», который, может быть, кто-то еще помнит. Ну, слушай, звучит прекрасно. То есть все-таки ты считаешь небольшой уход из академического искусства в эстрадное такой грешок, да? То есть есть у вас такой снобизм у людей академического искусства? Да, ну это просто опыт. Другое дело, что здесь можно так немножко похулиганить. Прям очень сильно можно даже похулиганить. И никто тебе ничего не скажет, что ты пошел как-то от традиции куда-то уходишь в сторону. Насколько сложно хулиганить в академическом искусстве? Ой, ну здесь просто надо иметь очень хорошее чувство юмора, чтобы действительно твое хулиганение было как-то на одной волне вместе со всем зрителем, да, чтобы тебя поняли правильно, чтобы это не выглядело как какой-то... непонятный сюр. Да, а все-таки... Ну и на самом деле очень мало же таких музыкантов, которые действительно достойно могут шутить с классикой.
Почему все-таки ты пошел в направление хор? Потому что, мне кажется, мальчики в детстве мечтают быть дирижером больших симфонических оркестров, а ты вот все-таки хормейстер и управляешь хором голосов. Что вообще для тебя хор? Твое понимание? Ну, хор, я не знаю, я всегда определяю хор как большую поющую семью. Вот только так и никак иначе. Потому что, когда ты сидишь в этой массе, когда ты единовременно находишься в сотворчестве, и когда тот человек, который с тобой рядом, не является твоим, пускай не является твоим кровным родственником, но если он не является твоим родственником по ремеслу, то тут уже ничего не получится. Уже крайне сложно петь. Ну и второй момент, что все-таки хор — это же самый, на мой взгляд, самый демократичный вид искусства. Потому что сейчас, конечно, это все не слышно в той мере, в которой было еще, допустим, в моем детстве, когда мы выходили на улицу, и когда точно знаешь, в какой квартире сегодня происходит какой-то праздник, потому что оттуда льются песни. Ну, вспомни, раньше же действительно пели все, всюду и вся. Причем абсолютно, да. Это был не вопрос, что люди сидели, не имея музыкального образования, и подстраивали еще второй, третий, 15-й голос. То есть хор как искусство вырос из народной застольной песни, так что ли? Ну, в принципе, приблизительно так. Потому что первое, что человек начал делать, это издавать звуки. А потом взяли, я думаю, вот вместе объединились и начали уже вместе издавать звуки. А потом, опять же, античная Греция, да, вот эти вот хоры в театральных постановках. И потом вот развивается. Поэтому я думаю, что хор, мало того, что это действительно самый демократичный вид искусства. Ну, с точки зрения чего? Что нужны только голоса людей? И они понятны массам, да? Они понятны. И самое главное, что, опять же, еще, на мой взгляд, чем я, например, очень сильно люблю хор, за то, что хор может передать не только звук и слово, да, но еще и эмоцию. Ведь сразу же слышно, когда человек поет грустно, весело, да, вот самые простые эмоции. Непередаваемые какие-то ощущения. Вот. Слушай, мне всегда был интересен секрет, что-то я не туда, конечно, ухожу. Почему, когда человек слушает хор, по нему бегают мурашки? Это что за... Это какой-то физический закон? Что это? В чем особенность? Почему вот последний раз, когда была на большой постановке твоей, прям, особенно второе отделение, у меня прям мурашки-мурашки? Ну, наверное, потому что просто вот где-то в какой-то резонатор попадает, в едином резонансе находимся. Человеческий голос, да, и вот этот человеческий голос попадает уже в твой резонанс, и тебя уже это все вовлекает. И... Меня, знаешь, что поражает? Как вот 65 человек, вот на минуточку, дорогие слушатели, вдумайтесь, на сцене 65 человек, взрослых, разных, с разными ценностями, мужчин и женщин, которые в едином порыве создают такое созвучие, что диву даешься. И я так понимаю, что это заслуга хормейстера. Вот насколько действительно сложно добиться от разных взрослых людей такого звучания. Ну, в чем секрет вообще? Ну, секрет в том, что нужно, во-первых, убедить, что то, что мы делаем, это действительно правильно, верно, где-то поспорить. Самих участников хора, да? У вас какие-то дебаты внутри происходят? Как репетиции происходят вообще? А вот этого я не расскажу, потому что это наша кухня. Секрет? А любой зритель должен приходить в театр и видеть только вот эту вот красоту. А у вас зрители или слушатели? Слушай, я вот имею большой опыт работы на телевидении. Я в прошлой передаче оговорилась, назвала, вот прошу прощения, людей, наших слушателей, дорогих уфимцев, зрителями. Они все-таки слушатели. Но для тебя они зрители тоже, да? Ну, твои люди, которые приходят к тебе в театр оперы. Ну, не знаю, вот если говорить касаемо последнего нашего концерта, то им вот первое отделение я специально выбирал таким, чтобы музыка была очень живописная.
Я правильно понимаю, что И- ты говоришь про проект «Здесь хорошо»? Да. Да, и тут нужна небольшая, знаешь, справка, потому что вот... может быть, уфимцы были, потому что был полный аншлаг. Не так относительно давно 65 человек хора стали главными героями концерта «Здесь хорошо», который был приурочен к 80-летию театра хора. И для меня К действительно... 80-летию театра. 80-летию театра. Мы А именно хору этот концерт- сколько лет? А хору исполнится тоже 80 лет 15 октября. Ну, то есть, в принципе, Да. недалеко. Если театру у нас вот 14 декабря будет 80 лет, то, следовательно, хор и оркестр и солисты, они же где-то до этого времени были уже набраны, и они уже начали репетировать. Да. Вот приказ об основании хора, это 38-й год, 15 октября. Да, вы такие прям долгожители. Я вот пытаюсь все-таки донести свое восхищение до слушателей, потому что хор всегда в театре оперы и балета, это, наверное, общемировая практика, занимает какое-то второе место, потому что в первую очередь мы театр оперы и балета знаем по каким-то балетным постановкам, операм, опереттам, музыкальным. А вот хор всегда, он немножечко где-то сзади, да, помогает создавать это действо. Откуда вот, на мой взгляд, ты совершил революцию вот этим проектом «Здесь хорошо», когда вывел хор на первый план и сказал: вот мы, моща, 65 человек, вдумайтесь, поющих акапельно, да, которые создали нечто, и 2 отделения держали, по-моему, людей. Ну, я была на этом мероприятии, удивлена была вот этим овациям, потому что это была премьера, на мой взгляд, такого, да, когда хор на блюдечке подали слушателям, и слушатели так великолепно отреагировали, и ваша идея зашла. И, наверное, это в том числе и твоя заслуга. Вот откуда такая была смелость, идея вдруг посвятить хору, такое солирующее значение придать? Ну, в принципе, здесь немножко тоже некорректно говорить о том, что это какая-то новация, что-то новое. Нет. Во многих театрах и России, и мира в том числе есть такая практика, как концертный хор. Угу. То есть, да, вот мы работаем в опере, где наша задача, да, вовремя выйти, вовремя спеть, вовремя сделать оттенить мизансцену. солиста, так скажем. Ну, скажем, нет, собрать воедино то, что нужно, да, воедино ту оперу или оперетту, в которой мы работаем. В принципе, говорю еще раз, да, во многих театрах вот эти вот концертные хоры, они делают свои концерты. И, в принципе... Ну, сколько это процентов от общего репертуара театра оперы и балет? Концерты хоров? Ну, это, естественно, это может быть разовый проект. Это может быть там 2 концерта то есть в это год, не потому так что часто и не так принято. это немножко не наша задача. Понимаете, у нас для этого есть Государственная академическая хоровая капелла, которая призвана действительно давать вот эти вот хоровые сольные концерты настоящие. То есть да? ты просто свой опыт работы в хоровой капелле взял и в какой-то момент перенес в театр оперы и балета? Ну, немножечко тоже не так. Да как? Потому что, да, с одной стороны, очень хотелось и показать хор, то, что мы действительно цельный коллектив, отдельная творческая единица в театре, которая тоже может работать и без оркестра, и без каких-то отдельных спецэффектов, и там без множества костюмов, да, вот так вот просто выйти и просто спеть. И, пожалуй, одна из задач была вообще, в принципе, чисто педагогическая. Потому что, вот ты, Зарин, сказала уже в самом начале, да, про вот эту педагогическую особенность раскрывать голоса, да, возможности. Вот мне надо было раскрыть эти возможности вот этих 65 моих любимых артистов. Раскрыл? Как-то по-другому коллектив начал относиться друг к другу, к тебе? Ну, начнем с того, что когда я озвучил эту идею в августе прошлого года хору, и когда они услышали программу и сказали: «О, не, мы это не споем». Очень сложно, Мы говорили что ли, это, потому что это не, во-первых, это не наш репертуар.
То есть, да, несмотря на то, что во втором отделении мы пели, в принципе, оперные хиты, да, «Каста Дива», «Полет шмеля», «Увертюра к волшебной Ну, то, что, флейте». в принципе, ожидал зритель, Это, в принципе, слушатель. это опера. Да. Мы из здания театра оперы и балет не вышли. Да. Мы пели чистую оперу. Но Другое дело, поразил-то всех другое второе дело, что мы отделение. не пели это с оркестром, Да. а что это стоял хор, и всю оркестровую партию мы исполняли сами. То есть, когда голоса звучат как инструменты. Да. И акапельно петь мы, в принципе, как бы не приучены, потому что мы же все время в опере поем, естественно, под сопровождение оркестра. Мгм. И это накладывает особый профессиональный отпечаток. Да? То есть уже настолько привыкаешь, что у тебя есть сопровождение, что тебе где-то можно немножко расслабить ухо. Где-то схалтурить даже можно. Ну, вот про это не скажу, но именно вот расслабить ухо, что у тебя же есть сопровождение. И значит, Подсказочка такая, да? тебе можно где-то, как будто бы немножко нечисто взять, а потом подлезть, да, к этому звуку, там и так далее. А тут нет этой подсказки, нет этой помощи, да. И говорю, опять же, да, это моя была педагогическая задача взять эту программу, чтобы лишний раз настроить немножко ухо, да, на то, чтобы пришлось послушать себя, соседа, весь хор. Что мы делаем? Там ли мы находимся? Ну и опять же поработать немножко над звуком. Но это же, слушай, еще и программа, это получилась целая программа командообразования, то есть сплочение коллектива, да? Но по-другому никак. Хор и должен быть таким. Потому что, когда мы, опять же, тоже это профессиональный момент, когда мы выходим на сцену в опере, бывает такое, что по мизансцене как-нибудь так расставлен хор, что друг от друга они могут стоять на расстоянии 3 метров. И ты просто не слышишь друг друга. Ты сейчас солист. Ты сейчас должен петь свою партию сам. Но при этом созвучно с другими. Да, но это по большей степени делается не на ощущениях плеча, да, друг другу, вот это вот, не на ощущение уха, а на ощущение мышечном. То есть как мы привыкаем петь в классе, да, вот здесь вот пиано, мы привыкаем вот здесь вот, что у нас мышцы работают вот так, да, вот мы это даем. И вот так же, вот это же то, что было в классе, перенести на сцену, где ты кроме себя больше никого не слышишь. И это две разные задачи. Быть хором концертным, который способен петь акапельную музыку, например, или даже не акапельную, или даже там те же реквиемы, да, которые мы, в принципе, поем периодически, или те же там кантатно-артериальный жанр с оркестром. И другое дело, ты артист хора оперы. Это две разные вещи. И вот этим концертом получилось артистам сказать, что, ребят, а вы ведь универсалы. Вы и артисты, у каждого написано, да, в трудовой книжке, артист хора. И вы артисты, и артисты хора. Скажи мне, почему был всего лишь один концерт такой великолепный, как здесь хорошо? Вот столько подготовки, столько репетиций, столько работы командообразования, дабл аншлаг. И я слышала потом от своих друзей, знакомых, кто не успел прийти, сожаление, что нет повтора. Будет ли он? Ну, во-первых, я пока не могу ничего сказать. Будет, не будет. В любом случае хотелось бы, чтобы мы с какой-то периодичностью, насколько это будет возможно, в череде новых постановок, спектаклей репертуарных, что мы будем все-таки делать свои программы. И тут зависит все не только от меня. Театр — это огромный завод, да, в котором работают все на благо всех, опять же, да, и в том числе на благо зрителей. Если так решат, что нужно повторить, и что этот концерт тоже будет пользоваться успехом, да, каким-то там будет аншлаг, если так служба продаж решит. То есть у вас вот так, у вас решает эта служба продаж, да? Нет, это решают все. Все вместе. То есть у вас такая... Здесь нельзя сказать, что, например, там, вот я решил концерт провести, да, и я вот его только сделал. Нет.
Да, это решение общее, начинается с верхушки, да, это художественное руководство и дирекция. Да, потом уже решают службы продаж, смогут ли они его обеспечить нам зрителя. По сути, театр, маркетинг и так далее, да? Это всё. прям, работает в рынке, можно сказать, да? То есть вы подчиняетесь тем же законам маркетинга, спроса. И, наверное, в этом кроется. Я вот сейчас только хотела, знаешь, задать тебе вопрос, в чем успех проектов театра оперы и балета, потому что вот что не проект, то аншлаг. Что не проект, об этом слышат все, знают все. Наверное, со мной согласятся уфимцы, что театр оперы и балета один из самых уважаемых таких театров, где действительно проходят очень мощные премьеры. В чем секрет успеха? Ну, наверное, вот в том и есть секрет успеха, что очень много людей, у нас порядка 600 сотрудников в театре. 600 сотрудников в театре театре оперы и балета. Представьте, мы такое небольшое предприятие. Ну, даже, можно сказать, большое по нынешним временам. И нам нельзя работать как-то так вот немножко спустя рукава. Но можно сказать, что вы визитная карточка республики в том числе, одна из. И работать спустя начнем рукава с того, что мы так вам нельзя. единственный театр оперы и балета в республике. Да, и поэтому, раз мы единственные, мы, значит, и... А так, если бы не единственные, можно было и расслабиться. Ну, может быть, да. Слушай, у нас время подходит к концу, прям буквально, наверное, уже осталась минуточка. Расскажи мне вкратце, что театр оперы приготовил в новом сезоне для своих слушателей, зрителей. Ну, начнем с того, что вот многого тоже выдавать не могу. Первое, что чем мы открываемся, будет небольшой пролог к сезону, как уже последние годы все это идет. Юбилейный же, да, будет сезон? Юбилейный сезон был прошлый, 80-й, а в этом году будет настоящий юбилей в декабре. Так. Юбилей театра, когда будет большой гала-концерт, посвященный этому юбилею. А открываемся мы непосредственно с Шаляпинским фестивалем, в котором будут... Это будет когда? Это сентябрь. Сентябрь. Но до этого будет пролог к сезону в августе. Уже можно будет на наши спектакли прийти, посмотреть. И пока в августе вот этот пролог идет, аккуратненько все цеха работают на новую премьеру Фауста Гуно. Саш, спасибо, что ты к нам пришел. Я поняла, что с тобой можно говорить часами. Ты прекрасно говоришь, еще лучше интонируешь. Друзья, посещайте, пожалуйста, театры. Это была программа «Парк искусств» на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Счастливо.